Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами. Проект закона, который поступил из правительства, предлагает рассматривать цифровые валюты как имущество. Доход от операций с ними будет облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц. Простые россияне и организации, имеющие право распоряжаться такими цифровыми активами, должны будут подавать налоговую декларацию, когда сумма операций с криптовалютой превышает 600 тысяч рублей в год. Если владелец криптовалюты не заплатит налог или сделает это не в полной мере, его ждет штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Если он не предоставит налоговую декларацию, сорвет сроки или внесет в документ недостоверные данные, ему придется заплатить штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты. Минфин России планирует 15 декабря этого года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Речь идет о проекте федерального закона, который будет предусматривать возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства. После того, как в 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования, включая индивидуальный пенсионный капитал и гарантированный пенсионный план. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и онлайн-кассы планирует объединить Федеральная налоговая служба. Это позволит россиянам видеть все свои покупки, которые были оплачены с помощью банковских карт. Если по этим покупкам положен налоговый вычет, то его можно будет получить нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава налогового ведомства Даниил Егоров. В марте планируется запустить технологию по получению инвестиционных и имущественных вычетов, что сократит сроки возврата денег до 1,5 месяца. Эта технология будет тестироваться и для вычетов на лекарства. В настоящее время для получения вычетов необходимо подавать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ, прилагая подтверждающие вычеты документы. Минсельхоз планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах. Заменой им будут студенты. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ведомство нашло решение проблемы и станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями. Хатуов отметил, что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле. Ранее Хатуов попросил власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. По его словам, аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда. Общий объем привлеченных средств жителей и предприятий Якутии в банках за прошлый год увеличился со 180 до 189 миллиардов рублей. Доля вкладов населения в нем составила 83%, депозитов юрлиц 9%, а ИП 8%. Объем банковских вкладов жителей Якутии к 1 января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 14,5%. Отмечается, что значительный рост объемов вкладов населения связан с перечислением на счета граждан различных социальных и премиальных выплат. Кроме того, минувшим летом из-за коронавируса многие якутяне не смогли поехать в отпуск и отложили неизрасходованные деньги до лучших времен. Напомню, вклады и счета частных лиц и малых предприятий в банках, участниках системы страхования вкладов, застрахованы государством. Даже если банк лишится лицензии, вкладчики гарантированно получат свои средства, но, правда, в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.